эндокринологическом диспансере многолюдно. На входе в учреждение волонтеры раздают буклеты с полезной информацией о диабете, а врачи проводят бесплатные экспресс-исследования, чтобы узнать уровень сахара. Для Магомеда Газдиева это уже обыденность. Диабетом второго типа болеет давно. Как поехал на операцию в Москву, и там выявился сахарный диабет. И сразу инсулин назначили, уже с тех пор я на инсулине утром, вечером. Туда я стараюсь диету, белый хлеб, вообще мучной стараюсь не кушать. И торт, там сладости, бананы, груши, там всякие эти нельзя. Ну, привыкаем потихоньку. Главный признак развития заболевания – повышение содержания сахара в крови от 11 единиц и выше. Показатели в диапазоне от 6 до 11, говорят медики, уже свидетельствуют о группе риска. Нормой считается уровень сахара до 6 миллимоль включительно. У Багаудина Катиева этот показатель был в разы выше. О своем диагнозе мужчина узнал случайно. Начала мучить непроходящая жажда, обратился за помощью к врачам. Сейчас, после длительной терапии, сахар в крови нормализовался. Было 25, но я сейчас был полон, 130 килограмм во мне было. Ну, держу сейчас, сижу на диете, соблюдаю диету, у меня 7,5. Тяжело ли придерживаться диеты? Ничего тяжелого, ничего нету. Морковь в мливе, почти часов не есть, это самое главное. Жажда, сухость во рту, резкое снижение веса и слабость – вот первые симптомы диабета, отмечают эндокринологи. В России каждый 20-й болеет диабетом и не знает об этом. В мире такой диагноз поставлен 540 миллионам человек. У нас в республике зарегистрировано более 8,5 тысяч больных с сахарным диабетом. Ежегодно эта цифра растет, количество больных с сахарным диабетом увеличивается, точно так же, как увеличивается количество пациентов с тяжелыми осложнениями диабетическими. Сахарный диабет называют неинфекционной пандемией века. Как эффективно лечить и выявлять болезнь, обсуждают эндокринологи со всего региона в рамках научной конференции. Гипертиреоз – это состояние, при котором вырабатывается гормон щитовидной железы в избыточном количестве. И в 50% случаев при гипотиреозе наблюдается гипергликемия. Или, как по-другому называем, нарушение толерантности к глюкозе. И часто отмечается инсулинорезистентность. Частота гипертиреоза при сахарном диабете выше в 2-4 раза, чем у лиц без диабета. Заболевания поджелудочной железы, стресс, жирная и нездоровая еда провоцируют развитие болезни. Все это приводит к острому дефициту инсулина, который контролирует уровень глюкозы в крови. Избыток же сахара запускает цепную реакцию, нарушая обмен веществ. Факторами риска развития сахарного диабета второго типа является возраст, пациенты старшей возрастной группы. К ним относятся пациенты с избыточной массой тела, пациенты, соответственно, не соблюдающие здоровый образ жизни, то есть диетические какие-то рекомендации, ведущие малоподвижный образ жизни. Не так страшна сама болезнь, как ее последствия. Избыток глюкозы негативно влияет на сердце, почки, глаза и даже мозг. Профилактика диабета, контроль за уровнем веса, правильное питание, физические нагрузки и здоровый образ жизни. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, Новости 24.